устройства, замещающие семьи. На самом деле все детские дома, все соответствующие учреждения, они владеют нормативными знаниями, навыками и документацией по этому поводу. Ну вот на примере детского дома номер 1 города Сыктывкара, который возглавляю, я какие-то моменты сейчас акцентирую. Во-первых, уважаемые коллеги, мы запускаем презентацию. Вы имеете возможность вместе с нами работать в онлайн-чате, коллеги, поэтому задавайте вопросы. У вас есть уникальная возможность вступить с нами в профессиональный диалог. Это очень важно. Значит, да, вот все уже готово. Да, пожалуйста. Устройство детей в государственном учреждении должно быть временной формой. Я уже об этом сказал, потому что каждый ребенок имеет право на воспитание в семье. Как бы нехорошо было ребенку в наших детских домах, как мы бы не придумывали разные формы занятости для него интересные, как бы не развивали его, и как ему не было бы хорошо, у нас все равно ребенок хочет семью. В нашем детском доме номер 1 у нас сейчас на настоящий момент 64 ребенка с разной социальной биографией, с разными обстоятельствами, по которым они к нам попали. Но хочу сразу сказать, что, вот, например, у нас из 64 детей всего 5 сироты. Сироты по разным обстоятельствам. У них действительно нет мамы и папы по разным обстоятельствам. Остальные это дети родителей, либо лишенных родительских прав, либо родителей, у которых есть ограничения наложено на права. И, конечно, эти дети, вот, получается 59 человек, они знают, что у них мама и папа где-то есть. И, конечно, есть несколько детей, которые категорически не хотят возвращаться к матери и к отцу биологическим. Но большинство, даже при всех этих обстоятельствах, хотят и ждут, когда их навестят мама и папа. И очень расстраиваются, когда это не происходит по разным обстоятельствам. Либо мама и папа сами не хотят ничего, приезжайте и забыли о своих детях, либо там, по другим обстоятельствам. И здесь вот направления работы наших по передаче детей на воспитание в семью, они представляют несколько направлений. Во-первых, мы заносим данные воспитанников в региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей. Это важно, то есть мы должны всегда актуальную информацию туда направлять. Банк данных, он федеральный и региональный есть сегмент, где потенциальные родители, потенциальные опекуны могут ознакомиться с этой информацией. Она должна быть актуальна всегда. Второе – это подготовка документации для процесса оформления опеки или установления. Дальше мы еще изучаем родственников по сохранению родственных отношений, то есть есть родственники. И если они есть, и действительно кто-то из них захочет ребенка себе установить опекунство, мы, конечно, здесь даем приоритет в этом направлении. Ну и, конечно, это кандидаты в замещающие семьи уже из тех лиц, которые осознанно по тем или иным причинам хотят установить или удочерить ребенка, либо взять на попечение. Изменения в анкету ребенка должны вноситься своевременно по существующим срокам, которые регламентированы федеральным законодательством. Также своевременно должны предоставляться фотографии детей. И, кстати говоря, вот, это важно, потому что первично все-таки визуально ребенок хотят его видеть. И уже дальше, ну, это показывали наши разговоры и беседы с кандидатами о том, что первичное впечатление они, конечно, делают, исходя из фотографий. То есть как ребенок выглядит на фотографии. Вообще, ну, это, наверное, нормально, потому что каждый из нас, он всегда при коммуникациях первичных обращает внимание, прежде всего, конечно, на внешность, другие внешние вот эти вот визуальные вещи. Поэтому изменения, они должны актуализироваться, в том числе фотография, постоянно. Так. Работа с родственниками по сохранению родственных отношений, это поиск родственников, встреча с администрацией детского дома. В большинстве случаев родственники находятся, бабушки, дедушки, тети, дяди. И не часто, но и среди них находятся те, кто действительно хотят по заключению органов опеки, подготовить документы, забрать ребенка себе. То есть это, ну, родственники. И вот забирать же можно по-разному, можно насовсем, а можно временно. Да? Вот у нас есть 15 детей, по которых есть разрешение, и вот эти дети, они на каникулах, иногда по выходным. Вот сейчас у нас ковидные, да, будут каникулы, мы тоже тут приняли решение, что с точки зрения разобщения детей, да, все-таки тоже будем разрешать
родственникам забирать детей на вот эти каникулы, которые предстоят нам. Работа с кандидатами в замещающую семью. Кандидаты в опекуны, приемные родители приходят в детский дом с направлением из органов опеки и попечительства на знакомство с ребенком. Здесь сразу хочу сказать, что бывает довольно часто звонки, просто по телефону, что вот я такой-то, ну, иногда, правда, даже не представляются, я вот знаю, что у вас есть ребенок там такой-то, и расскажите мне о нем. Или можно я сейчас по WhatsApp свяжусь, вы мне его покажете. Мы отказываем. Мы отказываем только, да, это те, кто в детских домах работают, в учреждениях, понимают, что мы эти коммуникации прерываем, мы вежливо, корректно, но отказываем. То есть, если действительно есть кандидат с этим направлением, он приходит, мы говорим, приходите, мы познакомимся, посмотрим документы, дальше уже начинаем работать. Потому что тут могут быть разные нехорошие помыслы у таких, тех, кто звонят. Первая фаза, ну, я сказал, знакомство с кандидатом, изучение его. Вторая фаза – это встреча с ребенком, который уже подготовлен психологом-воспитателем. Здесь тоже очень важно, чтобы это не был стресс для ребенка. Практика показывает, что параллельно это делать надо, вот, но, тем не менее, не ускорять процесс. От того, как проходят эти встречи, зависит качество подготовки кандидата в конечный результат. Нам же важно, чтобы не только ребенок ушел в замещающую семью, но чтобы еще и вернулся оттуда. Тоже такое бывает, что отказывают. Буквально вот, вчера ко мне поступил ребенок 16 лет, где приемная семья отказалась, в Кировском районе, да, там мальчик немножко хулиганистый, и не знаю почему, ну, наверное, может быть и не справились, может быть еще что-то. Вот. Весной к нам поступил ребенок 17 лет, ну, подросток из Кировского района, тоже там опекун в сердцах отказалась, написала бумагу, опека, соответственно, сразу же к нам его направила, ну, потом закончилось все тем, что в июле все равно через суд снова это все вот, по ребенку было установлено усыновление, и он уехал. Но вот эти вот, даже для 17-летнего подростка, вот эти все перетрубации, да, вот эти вот все, они негативно влияют. Поэтому здесь, когда человек претендует на то, чтобы взять себе ребенка, то есть он должен все-таки, здесь надо смотреть не только нам, когда мы уже исполняем поручения опеки или других органов, но и на первичной выдаче, чтобы меньше формалистики было при этом. Вот у нас, например, возврат, это статистика 17% как бы возвращено было в детский дом. Да? Ну, это, конечно, не одномоментно, но тем не менее. Следующий слайд. Вот наши результаты. И я вот лично как руководитель горжусь этим, потому что нам существенно удалось увеличить количество детей, для которых мы либо находим, либо возвращается в биологическую семью, либо приемная семья, либо усыновление под опеку. То есть все-таки детский дом он не должен быть окончательным, так сказать, учреждением, когда ребенок поступает в возрасте там каком-нибудь, да, и все. Нет, все-таки мы, и сейчас у нас двое детей, ну, до конца года, скорее всего, у нас покинут, опять же, приемную семью. Это вот такие вот у нас результаты. Предложения, которые вот я вот формулировал, и, в общем-то, мы их формально озвучивали, и когда вот у нас органы прокуратуры проверяли вот эти направления работы, и другие надзорные органы, и сами в административном порядке мы предложения направляли уже в разные инстанции, чтобы поднять должный уровень качества подготовки. Может быть, кстати говоря, Галина Владимировна, здесь институт развития, может быть, как-то вот подключится. Здесь все-таки важно еще, мне кажется, научно-методический подход более глубокий. Мы все-таки детский дом, у нас своя специфика, своя работа, свои задачи. Все-таки вот институт развития обладает необходимыми ресурсами, может быть, подумать, как какие-то программы, может быть, подготовки кандидатов дополнительные, либо еще что-то. Но, кстати, к слову, у нас ведь работает школа приемных родителей, она очень такая штучная, у нас 3 раза в год происходят эти школы, где обучается от 1 до 4, ну то есть не массово это все, да, не массово идет, но это мы работаем с теми, кто уже готов, а те, кто только хотят, и может быть там какие-то моменты, вот здесь может быть такие вот или курсы, что-то такое организовывать. Может быть при взаимодействии с органами опеки, может быть что-то подумать. Вот, и не предлагать гражданам детей, родителей которых ограничены в правах, тоже такие случаи бывают, к сожалению. Так, следующий слайд, там что у меня еще, ну и вот спасибо за внимание. Про школу приемных родителей я скажу, у нас за весь период работы этой школы 75 есть выпускников этой школы, и большинство из них, практически все, по-моему, они дошли до конечного результата, то есть они взяли под опеку, кто-то установил
детей, которые находились в детском доме. Спасибо, уважаемые коллеги. Может быть, есть вопросы? Да, спасибо, Дмитрий Анатольевич. Конечно, мы понимаем, что это системная работа всего коллектива под вашим руководством. И именно благодаря этому мы видим не только количественные показатели, которые вы обозначаете, а ту вовлеченность, наверное, и вас, и каждого сотрудника именно в результат. А результат – это судьба именно детей. Это очень важно. Коллеги, по школе приемных родителей хочу до вас довести очень важную информацию. Действительно, опыт Республики Коми, он в какой-то степени становится уникальным, потому что школа приемных родителей начинает работать именно на территории, в пространстве самого детского дома. Это очень важно. Но мы сегодня, именно Институт развития образования, совместно с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми понимаем, что до прихода в школу приемных родителей необходимо проводить еще школы просвещения для тех граждан, которые психологически могут быть настроены именно на изменение своей гражданской позиции и в дальнейшем могут стать приемными родителями и опекунами. И поэтому определенная такая пропедевтика, причем психолого-педагогическая, она очень важна. Мы такую задачу для себя уже поставили, поэтому определяем, что в 2022 году мы постараемся предложить варианты именно, либо это будут такие школы подготовки для того, чтобы в дальнейшем стать кандидатом, потому что сначала мы работаем, конечно, пока по этой системе, только уже с кандидатами. А нам еще надо понять, а чтобы стали кандидатами, вот о чем вы говорили, да, какая должна быть проведена работа. Мы считаем, что эта работа должна быть именно психолого-педагогическая, потому что сегодня родительство, ответственное родительство – это очень важная тема. Поэтому надеемся, что коллеги вместе с вами этот проект будем обсуждать. Спасибо за предложение, потому что, видите, работаем в одном пространстве, поэтому и идеологию понимаем с вами однозначно. Спасибо, коллеги. Может быть, у вас вопросы, вы можете их задать в чате, уважаемые коллеги. Вопросов нет? Да, спасибо, Дмитрий Анатольевич. Уважаемые коллеги, к нам подключается Ольга Петровна Макарова, исполняющая обязанности директора специального коррекционного детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, номер 1 города Сыктывкара. Ольга Петровна, вам слово. Тема тоже очень важная. Межведомственное взаимодействие в решении вопросов психолого-педагогического и медико-социального сопровождения воспитанников. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, добрый день. Разрешите вам представить специфику межведомственного взаимодействия в решении вопросов сопровождения наших непростых детей. В настоящее время в детском доме у нас воспитывается 33 ребенка. Это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. На слайде представлены статистические данные имеющихся нарушений. Все дети имеют психоневрологические заболевания, 100% это нарушение речи и очень много других хронических заболеваний. Все дети у нас, поступающие в детский дом, как вы знаете, проходят через сложные жизненные ситуации, испытывают на себе и негативные последствия и в семье, и наследственные факторы, что сказывается как на физическом, так и на психическом здоровье. В нашем учреждении воспитываются дети-инвалиды, требующие специальной помощи и ухода. К сожалению, цифра из года в год сохраняется достаточно очень большая, это более 40% детей. На национальной стратегии действий в интересах детей, туда я нажала, да? Признается социальная исключенность уязвимой категории детей. Стратегия ставит ряд задач, среди которых особо указывается на необходимость предоставления качественной психологической, педагогической и медицинской помощи. В связи с чем у нас в детском доме организована и успешно функционирует уже более 30 лет система психолого-педагогического и медико-социального сопровождения воспитанников. Следующий слайд, пожалуйста. Для успешного функционирования системы сопровождения у нас в детском доме созданы следующие условия. Это и адекватный подход к воспитательно-образовательном процессе, индивидуальный комплексный подход к каждому воспитаннику, создание развивающей среды и благоприятного психологического микроклимата, межведомственное взаимодействие и координация всех служб, обеспечивающих успешность воспитательно-образовательного процесса. Это и административной, методической, педагогической, социальной и медицинской службы. Следующий слайд, пожалуйста.
Главным элементом системы сопровождения воспитанников является консилиум. Кто входит в консилиум, представлен на слайде. При осуществлении сопровождения у нас во главу угла ставятся интересы ребенка, обеспечивается защита его прав при учете позиции других участников образовательного процесса. Деятельность специалистов направлена на предупреждение возникновения проблемных ситуаций. И главным становится не решение проблемы за ребенка, а создание условий для его развития, для саморазвития. Следующий слайд. Воздействие на ребенка происходит с момента поступления в детский дом. Работа строится на модели ПМС сопровождения воспитанников. На первом этапе проводится комплексное обследование всеми специалистами в рамках своей компетенции, в ходе которого определяется исходный потенциал ребенка. Изначально мы опираемся на имеющую информацию, предоставленную специалистами домов ребенка, либо тех учреждений, откуда приходит ребенок. Медицинское обследование воспитанников организуется медицинской службой детского дома и осуществляется совместно со специалистами Ежвинской поликлиники, Республиканской поликлиники номер 3, детской, ДРБ Республиканской поликлиники и психиатрической больницы. На данном этапе определяется наличие или отсутствие хронических заболеваний, в том числе и врожденных патологий, функциональное состояние основных систем организма, уровень и гармоничность физического и нервно-психического развития. Следующий слайд. На этом же этапе, на первом этапе, определяется социальный анамнез ребенка совместно с социальным педагогом детского дома и специалистами органов опеки и попечительства. Собирается вся информация о социальном статусе, о родственниках, об условиях жизни, о среде, где ребенок воспитывался, его склонностях, интересах. И определяются возможности дальнейшего его устройства в семью. Будь то это может быть и возвращение в кровную семью, возможно, это приемная семья, замещающая семья, различные формы определяются. На этом же этапе диагностическое обследование уровня развития психических процессов, логопедическое обследование, дефектологические, проводятся непосредственно специалистами нашего детского дома, это и учителя-дефектологи, и педагог-психолог, и учитель-логопед, а также специалистами республиканской ПМП-комиссии. При наличии акта комиссии республиканской ребенок следует рекомендуемому образовательному маршруту, если он пришел уже с результатами ПМПК, мы определяем идем по тому маршруту, который определила ПМПК. Если же нет, мы готовим документы после обследования своими специалистами и уже на центральной психолого-педагогической комиссии определяется образовательный маршрут. Дети нашего детского дома, дошкольники, получают образование на базе детского дома по адаптированной основной общеобразовательной программе дошкольного образования для детей с ЗПР или умственной отсталостью. Если ребенок школьного возраста, определяется либо школы района, общеобразовательные, либо коррекционные. Следующий слайд. На втором этапе уже сопровождение осуществляется обсуждение полученных всех результатов по каждому направлению, выявляются индивидуальные особенности развития ребенка, определяются возможные причины нарушений и составляются индивидуальные планы коррекции с ориентацией на развитие ребенка на каждом возрастном этапе. Все данные заносятся в индивидуальные планы развития и жизнеустройства воспитанников, которые утверждаются органами опеки и попечительства. То есть тут уже совместно со специалистами органов опеки и попечительства этот план рассматривается, утверждается, корректируется, пересматриваются они 2 раза в год. Контроль осуществляется как администрацией детского дома, так и представителями органов опеки и попечительства. Следующий, пожалуйста. На следующем этапе сопровождения, это уже 3-й этап, является основным реализацией этих индивидуальных планов коррекции, осуществляется выработка промежуточных рекомендаций, корректировка этих планов. Всем воспитанникам в учреждении проводится стопроцентная санация выявленной патологии, оздоровление, противорецидивное лечение на базе как детского дома, так и в стационарах, санаториях, оздоровительных лагерях как Республики Коми, так и Российской Федерации. При необходимости наши воспитанники получают высокотехнологическую медицинскую помощь на базе федеральных клиник по выделенным квотам. Наши сотрудники осуществляют сопровождение нуждающего воспитанника на лечение и во время лечения. Но если нет возможности оставить там специалиста, сотрудника своего, мы
заключаем договор с волонтерскими организациями. Вот одна из таких – это петербургские родители. Вот на последней фотографии там уже вот это представитель. Следующий слайд. В целях выполнения рекомендаций данных Центральной ПМПК комиссии специалистами детского дома проводятся коррекционно-развивающие занятия. Воспитанники дошкольного возраста, как я уже сказала, обучаются в детском доме по адаптированной программе, у нас есть лицензия. Воспитанники младшего школьного возраста обучаются в общеобразовательных школах Ишинского района, это 22-я, 28-я, специально-коррекционная школа 41-я и школа-интернат номер 3. В целях установления взаимодействия с общеобразовательными учреждениями педагоги наши посещают уроки, родительские собрания. Наш педагог-психолог проводит консультации для учителей, для специалистов школ. Учителя школ приглашаются для участия в консилиумах, малых педагогических советах, проводимых в детском доме. Следующий слайд. На этом этапе, наряду с основными вопросами по защите прав и интересов воспитанников, это и назначение пенсий, взыскание алиментов, закрепление и сохранение жилья, большое внимание уделяется вопросам устройства на семейные формы, возвращения их в кровную семью. С этой целью взаимодействие с органами опеки осуществляется по следующим направлениям. Это ежегодно разрабатывается у нас план по межведомственному взаимодействию с отделом опеки и попечительства по вопросам семейного устройства. Отделом опеки выдаются направления гражданам на посещение ребенка и дают разрешение возможности его временной передачи на гостевой период. И реализуется индивидуальный план развития жизнеустройства на каждого воспитанника, который корректируется в процессе работ. Здесь бы тоже хотелось бы поддержать Дмитрия Анатольевича, что часто поступают сначала звонки, а расскажите, вот ребенок 3-я группа здоровья, нет, у нас, извините, не магазин, да, мы детей так не представляем, только по направлению органов опеки. Когда приходит человек, сначала мы очень плотно беседуем, рассказываем все особенности. Дети у нас непростые, как вы видите, да, много заболеваний, много всего, сразу спрашиваем. Вы готовы к тому, что вам придется, возможно, сменить работу? Вы готовы к тому, что этот ребенок никогда не будет посещать детский сад? А вы сможете обеспечить ему медицинское сопровождение? Есть в вашем ли районе те специалисты, которые нужны этому ребенку? Иногда бывает так, что до встречи с ребенком дело не доходит. То есть человек реально начинает оценивать свои возможности, свои силы. Вот. И хорошо, когда случается это так, а не как бывают возвраты. Сейчас к нам придет, вот буквально позвонили, что отказ от опеки, ребенок возвращается. Был под опекой 3 месяца. Непростой ребенок, тяжелый психиатрически. Ну, вот такая ситуация. Следующий слайд, пожалуйста. На следующем этапе сопровождения осуществляется выработка прогноза социального развития уже выпускника. То есть этот вот этап реализуется больше уже в других учреждениях. У нас детки находятся до 11-12 лет. Мы сколько можем их сопроводим, да, вот. И уже как выпускники они реализуют себя уже в других учреждениях. Но мы стараемся поддерживать как бы связь, информацию получаем. Вот. И очень приятно, когда наши дети устраиваются очень хорошо в жизни. Есть девочка у нас, которая уже взрослая, она, конечно, выучилась. Сначала педучилище закончила, потом пединститут. В Питере заочно закончила. Сейчас она в Питере работает в одной из организаций волонтерских, помогает вот детям. Очень приятно знать про это, про такие вещи, про наших выпускников. Ну вот на слайде представлено, да, что у нас за 34 года из стен детского дома уже выпущено сколько детей. 74 ребенка воспитываются в опекунских семьях, 78 было усыновлено, и 68 детей возвратились в родную семью. Для нашей категории детей это довольно-таки хорошие цифры. Вот. Часть детей у нас уходит и на международное усыновление. У нас такая работа ведется. Следующий слайд, пожалуйста. Любая система, как социальная, существует не изолированно, поэтому взаимодействие, осуществляемое с общеобразовательными школами, центрами дополнительного образования у нас в Эжве, музеями, муниципальным культурным учреждением, библиотекой «Алый парус», позволяет детскому дому расширить спектр интеллектуального и физического развития наших непростых детей, осуществлять решение вопросов их социализации и быть открытой педагогической системой. Следующий слайд. Тесное сотрудничество детского дома с такими социальными партнерами, как Ростелеком с
Сыктывкар, Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии Республики Коми, корпорация «Феникс», тендер по Сыктывкару, помогают в решении различных проблем по обеспечению жизнедеятельности воспитанникам. И как мы считаем, что только комплексный подход к решению вопросов сопровождения воспитанников позволяет не только привлечь специалистов учреждений конкретных ведомств, но и носит необходимый педагогический компонент в общую межведомственную систему служб, педагогическую целесообразность работы по решению проблем детей с ограниченными возможностями здоровья. Спасибо за внимание. Спасибо, Ольга Петровна. Конечно, очень важно, что в этом выступлении мы как раз увидели полный управленческий цикл от постановки цели деятельности организации до анализа результатов деятельности. Причем эти результаты, они обозначены именно в такой уже долгосрочной даже и перспективе. Конечно, это очень важно. И хорошо, что вы затронули тему социального партнерства. Именно эту тему мы с вами сможем продолжить в двух других выступлениях, уважаемые коллеги. У нас будет сейчас онлайн-подключение Печорского промышленно-экономического техникума. И далее с нами будет работать именно по этой теме социального партнерства Мария Юрьевна-Спик. Но сейчас с нами на связи Людмила Анатольевна Белозерова, заместитель директора. Уважаемая Людмила Анатольевна, вы с нами на связи, мы вас хорошо видим. Вы имеете возможность подключиться к нашему семинару. Пожалуйста, Людмила. Да, спасибо большое. Все хорошо слышно? Да, хорошо слышно, пожалуйста. Да. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня я расскажу вам о взаимодействии Печорского промышленно-экономического техникума с детским домом номер 17 города Печоры. И, как уже не раз говорилось сегодня, педагогическое наследие Александра Александровича Католикова не теряет актуальности. Так, насчет слайдов. Ой, подождите. Прошу прощения. Сейчас, вот, все, я сама щелкаю. Педагогическое наследие Александра Александровича Католикова не теряет актуальности в настоящее время. Католиковские методы воспитания человека и гражданина посредством труда находят свое применение и в работе нашего учебного заведения. Детям-сиротам, выпускникам детских домов приходится выходить во взрослую жизнь раньше, чем ребенку из семьи. Их жизненный опыт очень мал, часто не хватает навыков, необходимых для самостоятельной жизни. Детям трудно устроить быт, распоряжаться деньгами, организовывать свое свободное время. Актуальность проблемы социальной дезадаптации детей-сирот стоит достаточно остро. Они ведомы, уходят от решения проблем, часто находятся в состоянии эмоционального дискомфорта, плохо понимают себя и других. Неадекватность поведения, непринятие норм и требований системы общественных отношений у выпускников детских домов проявляется гораздо чаще, чем у их сверстников, живущих в семьях. Печорский промышленно-экономический техникум на протяжении многих лет взаимодействует с детским домом номер 17, находящимся на территории мэрии Печоры в шаговой доступности. За это время сложилась определенная система взаимодействия. Техникум ежегодно поступают на обучение воспитанники детского дома. В этом году их пришло 11 человек на первый курс. Далее представлена информация о количестве сирот, обучающихся в техникуме. Как вы видите, половина из них – это воспитанники или выпускники детских домов. Первый год обучения в техникуме очень особенно труден, и студентам нового набора необходима помощь. Поэтому возникает необходимость объединения усилий и действий специалистов техникума и детского дома в решении проблем подростков в их адаптации. Ежегодно разрабатывается план взаимодействия детского дома и Печорского промышленно-экономического техникума по сопровождению выпускников детского дома с целью социализации и самореализации, снижения числа совершаемых правонарушений и преступлений за студентами числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в техникуме закрепляются наставники. Педагогом-психологом техникума совместно с педагогом-психологом детского дома разработана программа по социальной адаптации студентов, воспитанников детского дома номер 17 города Печоры к обучению в техникуме «Вхожу в большую жизнь».
Работа по данной программе педагогами и психологами проводится уже 5-й год и показывает свою результативность. Программа способствует оказанию данной категории первокурсников психолого-педагогической поддержки в вопросах адаптации к новым условиям обучения, формированию ответственности у студентов к вопросам здоровья и умения оценивать опасные ситуации. Александр Католиков главное внимание уделял воспитанию чувств детей. Эта идея красной нитью проходит через всю программу, развивая у студентов сочувствие, сопереживание, эмпатию и толерантность. Занятия проходят на базе детского дома. Студенты-воспитанники и выпускники детского дома становятся участниками реализации программы профилактических занятий по преодолению кризисных состояний и профилактике девиантных форм поведения «Тебе я руку протяну», а также программы «Я первокурсник». На этапе адаптации психологи техникума и детского дома отслеживают результаты вхождения студента из числа детей-сирот в учебную группу, адаптацию к учебному процессу, установлению контакта с классным руководителем и мастером производственного обучения, с преподавателями с целью оказания необходимой помощи как студенту, так и педагогам. При поступлении в техникум, при переходе из детского дома в общежитие после совершеннолетия, студенты включаются в программу социальной адаптации студентов из числа детей-сирот к условиям проживания и обучения в техникуме. Работа ведется по направлениям формирования социально-экономических, социально-бытовых навыков, навыков здорового образа жизни, формирования коммуникативных лидерских качеств, профессиональное самоопределение. Ежегодно в начале учебного года проводится совместное заседание социально-психологической службы техникума и специалистов детского дома, на котором педагоги детского дома предоставляют необходимую информацию по вопросам особенностей первокурсников, которые проживают в детском доме и являются нашими студентами, личностную характеристику подростка, способы взаимодействия с ним, предупреждают о возможных проблемах и трудностях. В течение всего учебного периода происходит постоянный обмен информацией между педагогами детского дома и техникума по проблемам адаптации, по посещаемости, успеваемости, по дисциплине и другим вопросам. Законные представители посещают родительские собрания в техникуме, совет профилактики, а также и педагоги техникума посещают совет профилактики в детском доме. Воспитатели детского дома являются частыми гостями техникума. Они общаются с классными руководителями, с мастерами производственного обучения и социальным педагогом. Проблема сопровождения социально-профессиональной адаптации выпускников детских домов в учреждениях профессионального образования была актуальна всегда. Поиск путей ее решения теряет актуальности и в настоящее время и зависит в первую очередь от правильного выбора профессии. Задолго до поступления в техникум воспитанники знакомятся с нашим учебным заведением. Волонтеры отряда «Позитив» реализуют проект по ранней профориентации «Калейдоскоп профессий», безвозмездно оказывают парикмахерские услуги и приглашают воспитанников на свои мероприятия. На базе техникума ежегодно проводится ярмарка профессий, на которой выпускники школ могут познакомиться с профессиями и учебным заведением, и воспитанники детского дома участвуют в проекте по ранней профориентации «Билет в будущее». Большинство ребят из детского заведения. Если в 2019 году процент нетрудоустроенных составил 19, то в 2021 нетрудоустроенных 13%. Нужно отметить, что большинство студентов к 3-му и 4-му курсу становятся самостоятельными, ответственными, и многие желают проживать отдельно. Но вместе с тем есть и проблемы. У некоторых студентов, оставшихся без попечения родителей, наблюдается безинициативность в выборе профессионального пути. Нереалистичные планы профессионального самоопределения, расплывчатые жизненные ориентиры, не соотносящиеся с практической деятельностью в получаемой профессии. Дети-сироты являются заложниками процесса социализации вследствие их длительного пребывания на полном государственном обеспечении в искусственно созданных благополучных условиях детского дома. У таких ребят часто не сформирована готовность к выполнению обязанностей, неотделимых от прав и льгот. На сегодняшний день среди несовершеннолетних студентов, проживающих в детском доме, остро стоит проблема самовольных уходов. Информация представлена на слайде.
в 2020-2021 учебном году из 9 студентов, воспитанников детского дома номер 17, состояли на профилактическом учете ППДН 4 человека, 44%. В этом учебном году из 14 студентов, которые проживают в детском доме, состоят на профучете 8 человек, это 57%. Основная причина постановки на учет – это бродяжничество. И, как выяснили специалисты, большая часть – это эмансипационные уходы. Естественно, что студенты, находящиеся в розыске, не приходят на занятия, вследствие не аттестованы по предметам. На вопрос о причине ухода они говорят, что просто захотелось уйти, при этом признают, что их никто не обижает. Они сыты, они одеты. Их не пугают дисциплинарные взыскания, не пугают штрафы, потому что деньги они не зарабатывают. Чтобы дети не выросли потребителями и транжирами, очень нужно им знать цену вещам, считал Александр Александрович. То есть не определять цену по ценнику, а знать, сколько нужно работать, чтобы заработать на какую-то конкретную вещь. 21 октября на базе техникума прошло собрание студентов, воспитанников детского дома номер 17. На собрании присутствовала Савина Светлана Анатольевна, начальник отдела интернатных учреждений и специального образования, дистанционно. Администрация техникума, детского дома и, конечно же, студенты. Собрание провели в форме диалога на равных. Ребята выясняли в игровой форме, что нужно для того, чтобы стать хорошим специалистом, стать профессионалом. Студенты выбрасывали в черную корзину качества, которые мешают. Вот вы видите на фотографии, они выбирают качества и сортируют их, которые мешают в черную корзину, а в цветную корзинку они собирали качества, которые помогут в жизни стать успешным человеком. Расшифровывали диаграммы, у кого больше пропусков и неаттестации, и пришли к выводу, и сами себя вычислили. К большому сожалению, на собрании отсутствовали самые проблемные студенты. Своих подопечных Александр Католиков воспитывал в первую очередь понимание жизни, потребность жить трудом. Однако в наше время многие воспитанные в государственном детском доме дети чаще всего не приучены к труду и не хотят работать, не приучены и не умеют учиться. Они знают, что их накормят и оденут, государство обязано. И это не просто лень, искажается склад личности. Решение этой проблемы мы видим в том числе в использовании концептуальной основы воспитания Александра Католикова. Труд является основой формирования личности. Ответственное отношение к учебе, работа на практике, работа по самообслуживанию, генеральные уборки, субботники – это тоже труд. Интерес и внимание к каждому студенту, любовь к детям и, конечно же, милосердие к детям. Все наши, и мы за них в ответе. По итогам многолетней работы по сопровождению студентов из числа детей-сирот можно сказать, что сотрудничество между детским домом, между техникумом и детским домом, благодаря взаимодействию специалистов обеих сторон, реализация совместных программ дает положительные результаты. Несомненно, совместная работа ведет выпускников детских домов к успешности, помогает им преодолевать трудные жизненные ситуации, проходить профессионально-социальную адаптацию. Благодарю за внимание. А еще я хочу поблагодарить организаторов за приглашение к участию в католиковских чтениях, потому что при подготовке к выступлению я столько материала изучила и открыла совершенно с новой, другой, неизведанной для себя стороны тему воспитания Католикова. Спасибо. Спасибо, Людмила Анатольевна. Нам очень важно, что вы действительно еще раз обратились к наследию Александра Александровича Католикова. В этом году мы попытались именно обратить внимание на очень значимое наследие, которое определяет для нас сегодня прежде всего задачу по формированию гражданской позиции наших воспитанников, именно осознанной гражданской позиции. Это путь очень непростой, и, конечно, он связан именно с процессом воспитания. Да, сегодня на уровне государства предпринимаются очень много процессов, которые должны поменять систему воспитания на уровне всей Российской Федерации. Мы все являемся сегодня субъектами процесса воспитания. Но в центре воспитания, на наш взгляд, вот мы сейчас с коллегами обсуждали, это именно прежде всего, что каждый из нас, начиная уже с дошкольного возраста, должен понимать, что он гражданин Российской Федерации. А в основе гражданской позиции, как вы и говорили, это отношение к труду, это любовь к малой родине, любовь к Российской Федерации. Это очень сложный процесс.
Но мы сегодня хотим с вами продолжить диалог и обсудить с вами вопросы именно профориентации, которая определяется именно как механизм сегодня определения дальнейшей судьбы наших воспитанников. С нами сегодня вместе работает наш профессиональный модератор Лариса Владимировна Бадаева. Она в настоящее время является старшим методистом Института развития образования. Лариса Владимировна, вот ваше мнение именно по вопросу взаимодействия детских домов и профессиональных образовательных организаций с точки зрения именно, как говорила Людмила Анатольевна, формирования ценностного ряда. Что здесь необходимо нам рассматривать именно как механизм формирования гражданской позиции через профессиональную ориентацию. Лена, спасибо большое за такой вопрос. Людмила Анатольевна, спасибо за ваше выступление. Вы знаете, по роду своей деятельности я была до прихода в Коми Республиканский институт развития образования начальником по делам несовершеннолетних МВД по Республике Коми. И когда выезжала в командировки служебные по республике, бывала в детских домах, бывала в тех образовательных организациях, где действительно проблема с детскими самовольными уходами. И выяснялась причина-то вот в чем. Не в том, что они вот такие-сякие, да, это и так определенные детки, и к ним относиться надо совершенно по-другому. Я считаю, что в каждом детском доме, каждый специалист, сотрудник, у них должно быть такое большое сердце, потому что чужих детей вот там, в этих учреждениях, точно не должно быть. А причина-то вот ухода, совершения административных правонарушений, преступлений заключается прежде всего, я так считаю, то, что дети не хотят и не желают обучаться в этой образовательной организации. Почему? Потому что, вот я вам расскажу случай, двое ребят, которых с Печоры, с детского дома отправили в Воркутинский техникум, один из учебных заведений, называть не буду, и не хотели ребята ехать в Воркуту. Почему? Потому что все друзья, родители, которые ограничены или лишены родительских прав, но это все равно мама или папа, какие бы они ни были, детки бегут к ним прежде всего. И пообещали, что вот вы полгода обучитесь, и через полгода мы вас возвратим в ваш вот Печорский как раз техникум. Вы понимаете, наверное, о ком я говорю. В результате через полгода ситуация не изменилась, оставили их в Воркуте, и в результате они нам дали и рост самовольных уходов, и правонарушения. В конце, конечно, пошли по желанию и вернули вас в Печору, но я так понимаю, что и в вашем техникуме они не продолжили обучаться. Почему? Потому что вот это какая-то прихоть непонятная, да, вот где вот эту ниточку поймать. Поэтому, я думаю, профориентационная работа должна быть на высоте, сегодня поставлена именно в 9-11 классах, именно в детских домах. Приглашать специалистов, чтобы ребята понимали, кем они в дальнейшем хотят, как себя представляют в будущей жизни, да, каким гражданином нашей малой родины, Российской Федерации. И я вот обращаю внимание всех директоров детских домов, которые присутствуют на нашей сегодня семинаре, не семинаре, а конференции, да? Семинаре, правильно. Пожалуйста, приглашайте специалистов в профориентационную работу. И чтобы они четко определяли, конечно, можно ошибиться, да, не скажешь тебе, что вот да, ты педагог, да, ты парикмахер, да, ты продавец, но в любом случае уже пути направления для ребенка, они должны выстроить, то есть вот эти специалисты должны быть навигатором в дальнейшей профессиональной деятельности этих деток. Я думаю, что с учетом правильного выбора профессии и учиться они у вас будут, и совершать правонарушения, я думаю, у них просто на это времени не будет, потому что им будет интересно обучаться в ваших учебных заведениях. Ну, это сугубо мое мнение. Нет, Лариса Владимировна, полностью согласна. Я думаю, что все наши коллеги, кто с нами в онлайн, сильно понимают сегодня, что, говоря о гражданской позиции, мы должны понимать, что сегодня в Российской Федерации создаются условия для осознанного выбора своей будущей профессии. Если мы любим свою профессию, если мы понимаем, что мы востребованы, конечно, мы тогда и будем счастливы. А наша задача сделать действительно и наших выпускников счастливыми. Сегодня это ценность 21 века. Сегодня именно об этой ценности говорят, о ценности счастья, а не о страданиях. Поэтому, конечно, это очень важно. И сегодня очень много техник,
педагогических техник, которые связаны именно с ранней профориентацией. И зачастую 9 класс – это уже тот вариант, когда уже есть предрасположенность к определенному профессиональному пути. Нам надо, коллеги, раньше начинать. С 5-6 класса у нас будет выступление этому посвященное. Поэтому, коллеги, конечно, спасибо, Людмила Анатольевна, что вы выбрали для нас очень важную тему, и мы увидели, каким образом сегодня должно выстраиваться взаимодействие между всеми субъектами профориентации. Не субъектами же профилактики, как мы все время говорим, а субъектами еще профориентационной работы. И поэтому, конечно, привлечение работодателей в детские дома, работа именно в контексте профессиональных проб, это очень на самом деле значимо. И вот как мы говорили, индивидуальная траектория ребенка, она должна выстраиваться и на основе именно тех профессиональных практик, которые сегодня и в республике уже существуют, и в Российской Федерации. Поэтому, коллеги, мы приглашаем вас на семинары по профориентации, профессиональному самоопределению, потому что очень важно, что ребенок еще и может сам определиться. Есть такие, как я говорю сейчас, техники. Поэтому, коллеги, очень важно, что мы продолжаем совместно работать именно по новому формату взаимодействия с разными субъектами профориентации. Спасибо. Спасибо, Людмила Анатольевна. Коллеги, Мария Георгиевна Спик, директор детского дома номер 13, к нам подключается. Это Удерский район. Мария Георгиевна, вы были с нами очно на круглом столе, и в продолжении круглого стола у нас есть возможность с вами включиться уже в рамках семинара. Мы вас видим очень хорошо. Мария Георгиевна, вам слово. Мы говорим о социальном партнерстве. Да? Добрый день, коллеги. Добрый день. Очень хорошо слышно, пожалуйста. Моего выступления социальное партнерство как форма социально-педагогического сопровождения воспитанников детского дома. Из опыта работы нашего учреждения. Социальное партнерство, это, давай, следующий слайд. Я сама должна, да? Не могу. Сейчас. Не получается. Сейчас, подождите. Социальное партнерство – это согласованный по целям, задачам, содержанию, направлениям деятельности, особый вид взаимодействия социального окружения воспитанников, нацеленного на решение воспитательных и профилактических задач. Социальными партнерами детского дома нашего учреждения являются образовательные учреждения нашего района, это дошкольные учреждения, это школы, нашего общеобразовательной школы, учреждение дополнительного образования, одно учреждение профессионального образования, это филиал техникума у нас в районе, учреждение культуры, это музей, библиотека, отдел культуры и национальной политики района, правовые структуры. Это комиссия по делам несовершеннолетних, отдел по делам несовершеннолетних при ОМВД Республики Коми в Удерском районе, сотрудники ОМВД, прокуратура района, Министерство внутренних дел, отдел Министерства внутренних дел в Удерском районе и Следственный комитет. Учреждения здравоохранения являются нашими партнерами. И государственные структуры по жизнеустройству и трудоустройству. Это администрация района, администрация поселка, отдел опеки и попечительства Удерского района и Центр занятого населения, Центр защиты населения. Следующий. Сейчас. Представим вам наиболее эффективный опыт социального партнерства по направлениям. Профилактическое направление. Это с целью создания условий по профилактике асоциального поведения, повышения правовой грамотности, предупреждения правонарушений, эффективности обучения и воспитания. Мы тесно сотрудничаем с правовыми структурами нашего района. Члены комиссии по делам несовершеннолетних регулярно приезжают на личных и групповых бесед. Сотрудники отдела Министерства внутренних дел проводят беседы и круглые столы.
с нашими, как с воспитанниками, так и с педагогами нашего учреждения. Прокуратура Удовского района не только занимается правовым ликбезом, но и организует совместный досуг с нашими ребятами. Другое направление, досуговое направление. Сотрудничество с учреждением культуры поселка и района направлено на повышение эффективности художественно-эстетического воспитания детей. Это организация и проведение праздников для жителей поселка, участие в районных конкурсах, экскурсии, совместные акции и проекты. Вот они. Профессиональное самоопределение. В этом направлении мы активно сотрудничаем с учреждениями и организациями нашего поселка, с детским садом, с почтой, библиотекой, коми-тепловой компанией, отрядом пожарных дежурных, которые находятся у нас в поселке. Ребята ходят на экскурсии, посещают библиотечные занятия, узнают о профессиях, используют способности в профессиональных пробах. Вот. Модели наставничества. Модели наставничества у нас социальное партнерство дает возможность применять метод наставничества. Мы используем разные модели. Ситуационные, виртуальные, традиционные. Также различные формы. Воспитанник-воспитанник, студент-воспитанник, наставник-воспитанник. Мониторинг процесса реализации модели наставничества показывает положительную динамику развития социальной, трудовой, правовой ответственности, формирования навыков коммуникации в социуме. В таблице представлены количественные показатели эффективности социального партнерства. Увеличилось количество социальных партнеров у нас в учреждении, количество совместных мероприятий, кроме периода изоляции. Когда мы находились на изоляции, мы находились на одном уровне тогда. Количество пар наставников. Значительно уменьшилось количество детей, состоящих на разных видах учетов. Ну, видно, 2018-2019 год количество партнеров было 9, дальше оно в 2020 год 12 и в 2020-2021 году 14. Ну и количество совместных мероприятий тоже увеличилось, количество наставников увеличилось в 2020-2021 году и уменьшилось количество воспитанников, состоящих на разных профилактических учетах. Наши дети входят в социум не как пассивно, не являются пассивными. Ребята не только участники, но и активные организаторы общественно полезной деятельности. Ежегодными для нас являются акции «Поздравить каждого». Для ветеранов поселка мы организуем концертные программы ко Дню Победы, ко Дню пожилых людей, игровые программы, спектакли для воспитанников детского сада, акции по благоустройству поселка. На занятиях по краеведению была собрана уникальная информация об истории поселка, его учреждениях, людях, которые здесь жили. Вся эта информация вошла в книгу «Будем жить». Особенность системы социального партнерства у нас в том, что каждого нашего ребенка знает, как называется, в лицо, готовы прийти на помощь в любое время, обеспокоены не только тем, чтобы ребенок не совершал правонарушений, но и в том, чтобы он чувствовал себя защищенным. Спасибо за внимание. Никто?
Мария Георгиевна, спасибо вам за, знаете, такой тонкий доклад, потому что в нем чувствуется именно ваше сердце. Вы знаете, вы даже говорили о вот тех событиях, которые проводятся в организации, о той совместной работе, но вы с такой об этом теплотой и сердечностью говорили, и особенно, конечно, важен последний слайд. Вот эти красивые крокусы, которые вот-вот они появляются, они такие беззащитные, но вокруг них солнце. И вот вы это создаете, вот это пространство солнца, которое дает тепло. Это очень важно. Вот мы это услышали в вашем докладе. Большое спасибо, Мария Георгиевна. Вы знаете, что мы обсуждали вот сейчас, когда тоже вас слушали? У нас сегодня работает вместе с нами представитель гуманитарно-педагогического колледжа, и вспоминали о том, какая была раньше тесная работа с педагогическим колледжем. А сейчас очень мало выпускников поступает на педагогическое образование. Мария Георгиевна, вот мне кажется, именно с вашей любой педагогической профессии, ну вот должны быть ваши выпускники в педагогическом образовании. Что вы думаете по этому поводу? Понимаете, мы готовы. К нам поступают сейчас дети, дошкольники, у нас один ребенок только. Начальный класс у нас нет. Понятно. У нас поступают дети с 14 и до 18 лет. После отмены опеки, после отмены усыновления. Детям трудно, они потерялись в жизни. И наш коллектив старается править или показать им правильный путь в дальнейшем. Конечно, не всегда получается со всеми, но я думаю, что впредь будем работать. Я думаю, что там сидит, наверное, Да, Людмила Борисовна, вот да. Людмила Борисовна, здравствуйте. Да, здравствуйте. Да, конечно, работали, да, у нас учился мальчик, он сам поступил туда, и вот один из них, другие тоже учились, но очень трудно было ему, русский язык давался трудно, копался в Италию, но он так старательно учился, было радостно работать с сотрудниками этого колледжа нам. Да, спасибо, Мария Георгиевна. Да, очень приятно. Вот действительно, это то взаимодействие, которое дает результат для нашей системы образования. Ну, конечно, ваша деятельность, она сегодня важна для республики. Именно то, что вы представили результаты своей работы, это важно. Это важно, поэтому спасибо, что вы принимаете участие в онлайн. Мы будем всегда рады вас видеть в Институте развития образования. И, надеюсь, будете активными участниками и других событий, которые будут проходить у нас. Очень рады вам. Спасибо. Спасибо вам, что вы очно были с нами, что сейчас онлайн подключились. Уважаемые коллеги, и мы сейчас передаем слово представителю, заместителю директора, это очень важно, это административный состав, заместителю директора по учебно-воспитательной работе гуманитарно-педагогического колледжа имени Куратова города Сыктывкара Людмиле Борисовне Мининой. Людмила Борисовна сегодня является для нас очень важным профессиональным партнером. У нее именно лично сформирована очень хорошая экспертная позиция по внедрению программ воспитания на уровне среднего профессионального образования. И сегодня мы понимаем, что программы воспитания, они, конечно, должны внедряться, начиная уже с этого года, во всех образовательных организациях. Поэтому сегодня у нас другая тема, но я хочу, наверное, анонсировать, что мы будем продолжать работу по программам воспитания. И обязательно, Людмила Борисовна, я думаю, что вы станете для нас экспертами по работе с организациями, именно с детскими домами. Это очень важно. Ну что, коллеги, психолого-педагогическое и социальное сопровождение образовательного процесса студентов из числа детей-сирот. Тема очень важная, актуальная, и я думаю, что выступление сейчас для нас станет завершающим и значимым. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Я хочу отметить, что вот и выступление Людмилы Анатольевны Белозеровой уже были озвучены основные позиции организации работы с такой категорией детей и вычленены те проблемы, которые характерны не только для Печорского техникума, но и для, наверное,
многих образовательных организаций. Поэтому я вряд ли какой-то ноу-хау здесь вот выскажу, но тем не менее организацию нашей работы в нашем колледже, опыт этой работы я хочу представить, потому что, ну, не секрет, что, наверное, в каждой организации есть какие-то свои изюминки. Основной задачей нашего колледжа является, ну, наверное, так же, как и во всех учреждениях образовательных, создание благоприятного климата для студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помощь в адаптации к новым условиям жизни, объединение усилий воспитательной службы, органов студенческого самоуправления по социализации студентов данной категории. Пожалуйста, там второй, да, вот этот вот слайд. Вся работа ведется в соответствии с утвержденными программами, планами работы, направлениями, дальше следующий слайд, направлениями, да, на социализацию, развитие профессиональных качеств и компетенций, подготовку к самостоятельной жизни обучающихся, в том числе из категории детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, объединение усилий воспитательной службы и органов студенческого самоуправления. На 1 октября в колледже числится 64 студента, пожалуйста, дальше. 64 студента, из них 52 дети-сироты и 12 человек – это дети, оставшиеся без попечения родителей. Работа со студенческим коллективом ведется по единой воспитательной программе. Я хочу сказать, что мы не отделяем категорию дети-сироты в отдельную какую-то программу работы. То есть мы с 1 сентября, с первых дней погружения их в образовательный процесс пытаемся включить в общую студенческую семью, в общую эту дружную нашу категорию обучающихся. Но эту категорию мы курируем, прошу прощения за тавтологию, через деятельность кураторов, наставников, социально-психологическую службу, подключая в случае необходимости индивидуального сопровождения, а такие случаи тоже бывают, специалистов колледжа. Особенно такие случаи чаще применяются в самом начале образовательного процесса, когда они приходят в новые жизненные условия. Начиная с сентября, вот так же, как говорила Людмила Анатольевна, проводятся адаптационные мероприятия в колледже. И хочу сказать, что мероприятия включают различные направления деятельности, и профилактические, и профориентационные, и мотивационные. И построенная таким образом работа значительно облегчает вхождение первокурсника в образовательный процесс. Логика системы сопровождения процесса адаптации заключается в переходе от максимальной социально-психологической поддержки детей всеми субъектами образования в первые месяцы обучения к оптимальной самостоятельности и формированию субъектного отношения к собственной жизнедеятельности. Большую помощь классным руководителям в работе со студентами и, главным образом, с несовершеннолетними, в том числе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, оказывает Центр социально-психологического и воспитательного сопровождения. Центр этот был открыт у нас в 2015 году, когда директором у нас был Дмитрий Анатольевич Беляев. С его инициативы создавался этот центр, и какое-то определенное время он курировал работу этого центра. Деятельность центра направлена на психопрофилактику, коррекцию развития личности, на создание оптимальных условий для формирования необходимых личностных качеств будущего специалиста. Социальный педагог, педагог-психолог колледжа проводит коррекционные развивающие занятия, практические занятия, воспитательные мероприятия, тренинги, индивидуальные консультации, в том числе и с опекунами, если есть с ними какой-то вот контакт и какая-то связь, помогая разобраться в различных взаимоотношениях, сложностях взаимоотношений с детьми. Сразу хочу здесь такую вот ремарочку сделать, что, к сожалению, не всегда опекуны активные участники педагогического процесса, образовательного процесса. Здесь еще, наверное, сказывается то, что все-таки у нас колледж, и у нас очень много детей, которые иногородние, в том числе и из категории детей-сирот, оставшихся без попечения, и поэтому не всегда есть, в том числе и финансовые возможности опекунам приехать в образовательную организацию. Мы приглашаем
опекунов принимать участие и в работе Совета профилактики, потому что Совет профилактики почему-то некоторыми расценивается какой-то карательный орган, что это только орган, который выносит какие-то взыскания. Я хочу сказать, что у нас это, в принципе, крайняя мера. В первую очередь у нас ходят туда и представители студенчества, и приходит у нас инспектор по делам несовершеннолетних. И у нас эта работа в первую очередь профилактическая. Потому что не зря первое слово – это совет. Мы обсуждаем, какие формы, что мы еще не использовали, какие могут быть еще варианты. Вот. Здесь же принимает участие у нас по необходимости, если нужно действительно какой-то совет, преподаватели, которые участвуют в работе службы медиации колледжа. Потому что, хотя и эта служба имеет такое направление, как урегулирование каких-то конфликтных ситуаций, они у нас тоже бывают. И в студенческой семье, и в общежитии, потому что там идет такое совместное проживание, и не все могут с другом личностно каким-то образом ужиться. Вот. Поэтому в Совет медиации мы тоже приглашаем службы медиации, которые помогают нам каким-то образом профилактически урегулировать возникающие конфликтные ситуации. Работают с данной категорией детей. В начале, следующий слайд, пожалуйста. В начале учебного года проводится психолого-педагогическая диагностика. Да, вот это как раз направление деятельности Центра социально-психологического. В начале учебного года проводится психологическая диагностика первокурсников с целью выявления личностных качеств, тревожность, склонность к депрессии, психологическую устойчивость в трудных жизненных ситуациях. Пожалуйста, следующий тоже слайд. Определение профессиональной направленности. Из опыта работы мы знаем, что чем выше, об этом мы сегодня говорили, да, чем выше заинтересованность у детей в получении знаний, приобретении данной профессии, тем легче проходит его адаптация, так как усилия педагога и студента направлены к одной цели – подготовке специалиста-профессионала. По итогам диагностики формируются группы в соответствии с выявленными у детей проблемами для организации в дальнейшем адресной работы в виде индивидуальных или групповых занятий. Ну вот видите, вот этот алгоритм, да, сначала диагностика, выделение группы риска и дальше уже организация какой-то адресной работы. Пожалуйста, дальше. В колледже соблюдаются все требования по обеспечению детей из числа детей-сирот. Издается приказ о постановке детей на полное государственное обеспечение, в связи с чем им предоставляются соответствующие выплаты. Сегодня тоже уже говорили о том, что дети-сироты у нас проживают и в общежитии. И, проживая в общежитии, в первые же дни сталкиваются первокурсники с множеством задач, которые необходимо незамедлительно разрешать. От планирования бюджета до выстраивания межличностных отношений с соседями по комнате. В общежитии колледжа работу организуют воспитатели, которые также проводят работу по созданию благоприятных условий для проживания и социализации. Дальше, пожалуйста, следующий слайд. В новых жизненных условиях организуют мероприятия, оказывают необходимую помощь, в том числе по разумному распределению финансов, пользованию банковскими карточками и другое. Мы сталкивались с ситуациями, когда дети спокойно отдавали свои карточки друзьям, подругам, когда они подписывали пин-код на карточке, когда они, снимая деньги, отдавали их кому-то и не возвращали. То есть вот эти вот все финансовые вопросы тоже, конечно, такой категории детям надо объяснять. Как показывает практика, процесс адаптации студентов-сирот к новым условиям жизни и деятельности в образовательной организации является для них сложным этапом социализации в условиях профессионального образования. Поэтому поддержка близких людей помогла бы успешно преодолеть возникающие проблемы вхождения в новую образовательную среду. Очень важно после выпуска детей из интернатных учреждений и опекунских семей поддерживать с ними связь, с нами связь, то есть взаимодействовать, интересоваться их результатами, помогать советами. В принципе, и педагогический коллектив колледжа будет успешнее осуществлять работу со студентами, зная их особенности и учитывая их в организации работы. Мы знаем, что к профессии педагога предъявляются повышенные требования.
Выпускники должны обладать устойчивой волевой и психологической саморегуляцией, терпимостью, коммуникабельностью. К сожалению, бывают случаи, когда спустя несколько месяцев после поступления мы узнаем, после поступления студента, что у студента есть проблемы, которые требуют незамедлительного решения. Были у нас такие ситуации, когда спустя полгода мы вдруг узнаем, что обучающийся у нас, поступивший к нам из интернатного учреждения, оказывается, имел несколько приводов и стоит на учете в полиции. Вот, поэтому, конечно, нам желательно все эти моменты знать для того, чтобы грамотно осуществлять работу с такими студентами. Изначально, сразу. Воспитательной службой осуществляется комплекс мероприятий, направленных на адаптацию данной категории обучающихся к новым жизненным условиям. Работа проводится в различных направлениях и формах. К решению отдельных вопросов подключается и юрист колледжа. Отдельно хотелось бы выделить такую форму работы, как наставничество. Мария Георгиевна тоже затрагивала в своем выступлении организацию системы наставничества с целью социальной адаптации детей-сирот и детей, находящихся под опекой. В колледже у нас создается благоприятная атмосфера для осуществления наставничества таких студентов. Она складывается из работы всего коллектива, руководства, педагогов, кураторов, студентов. С начала учебного года воспитательная служба колледжа совместно со студенческим советом проводит работу по организации тьюторского сопровождения из числа студентов колледжа в группах первого курса. Так, за каждой учебной группой закрепляются студенты-тьюторы, которые также создаются наставнические пары педагог-студент и студент-студент. Следующий слайд. В системе работы Сыктывкарский гуманитарный колледж по защите прав детей, оставшихся без попечения родителей, одним из наиболее значимых является такое направление деятельности, как постинтернатное сопровождение выпускников организаций для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Дальше, пожалуйста. Ну вот я не буду перечислять, в основе этого сопровождения лежит нормативная база. Согласно приказу директора колледжа, следующий, пожалуйста, слайд, наставниками разработаны и реализуются планы индивидуального сопровождения студентов колледжа из числа выпускников организаций и оставшихся без попечения родителей. Основными направлениями работы в индивидуальных планах сопровождения являются консультативное, профилактическое, поддерживающее, а также содействующее получению образования и трудоустройстве. Данное направление реализуется посредством таких мероприятий, как беседа, консультации, контроль и анализ посещаемости, успеваемости, включение студентов в научную и внеурочную деятельность. В рамках межведомственного взаимодействия колледжем налажено тесное сотрудничество с организациями для детей-сирот, где проживают воспитанники, студенты колледжа. На сегодняшний день наша главная задача не только обучить выбранной профессии и специальности детей данной категории, но и воспитать гармонически развитую личность. Сейчас этому уделяется очень большое внимание, то есть мы не только даем знаниевую такую компоненту, но и формируем личностные качества, формируем гражданина, о чем вот говорила у нас Галина Владимировна. Студенческая жизнь – это не только учеба, и, как правило, студенческая жизнь запоминается не как раз учебой, а организацией внеучебной деятельности. И когда вот у нас происходит встреча с выпускниками, ведь они вспоминают, какие мероприятия они организовывали, что они делали. Ну, в хорошем смысле, что они натворили во время пребывания в образовательной организации. Это шанс для самореализации и развития таланта в различных направлениях деятельности. Для многих студентов, в том числе из этой же категории, таким творческим трамплином стали занятия в различных творческих объединениях и спортивных секциях, клубах и так далее, научно-студенческих обществах. Важным условием сплочения коллектива, осознания своей сопричастности к жизни колледжа являются традиции. Для лучшей адаптации студентов, оставшихся без попечения родителей и сирот, привлекают к активному участию в традиционных мероприятиях. Основной целью проведения таких праздников является вовлечение студентов в общественную жизнь колледжа и общежитий, воспитание чувства коллективизма. В колледже существует разветвленная система студенческого самоуправления. Студенческих активистов мы тоже учим. Если в подготовке тьюторов у нас работает школа тьюторов, то здесь у нас организован и не первый год работает школа лидеров, где студенты изучают азы управленческой деятельности, социального проектирования.
Главной целью школы лидеров является обучение студенческого актива лидерскому поведению, умению брать на себя ответственность, принимать правильные решения. Вот в контексте того, что говорила Людмила Анатольевна, тех озвученных проблем, что зачастую, к сожалению, выпускники интернатов обладают таким качеством, инфантильностью, отсутствием инициативности, да? Вот как раз вот в этой школе лидеров мы вовлекаем детей в формирование вот таких вот действительно необходимых качеств, как формирование ответственности, умение брать на себя ответственность, принимать решения и так далее, отвечать за совершенные какие-то действия. Однако, следующий слайд, пожалуйста. Вот это межведомственное взаимодействие. Видите, система у нас достаточно широкая. Я так думаю, что вот таким вот беглым взглядом сразу, наверное, и не охватить все это. Но поверьте, что действительно у нас система внешнего партнерства достаточно широкая. Следующий слайд. Да, как-то я немножечко... Здесь у меня этого нет. Пропустили у нас. Да, это те, которые вот у нас... Нет, дальше. Да, вот эти вот мероприятия перед этим, пожалуйста. Это те у нас мероприятия, традиционная работа кружков, перечислены, где у нас студенты могут принять участие и проявить себя. Однако, как показывает практика, дальше, пожалуйста, еще дальше. Нет, перед этим. Ага, вот этот вот. Как показывает практика, в отдельных случаях выпускники детских домов и дети из опекунских семей испытывают значительные трудности в профессиональном и социально-психологическом становлении. На социально-психологическую адаптацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, негативно влияют факторы, с которыми мы сталкиваемся при работе с указанной категорией. Это вот левый столбец данного слайда. Перечисленные факторы позволяют выделить некоторые актуальные направления работы с данными студентами. Это правый столбец слайда. Ну, даю время, чтобы немножечко поподробнее все это посмотреть. И следующий, пожалуйста, слайд. При этом следует озвучить объективные факторы, которые препятствуют налаживанию эффективной работы с детьми-сиротами и детьми под опекой. Ну вот вы видите здесь тезисные такие формулировки. Результаты ежегодной психологической диагностики показывают слабую профориентационную мотивацию студентов из числа детей данной категории. Мы об этом сегодня достаточно долго и много говорили. И об этом мы говорили, когда в Визинге было совещание по профориентационному направлению директоров школ. По-моему, это было в августе, да, когда вот было выездное такое совещание. И тогда озвучен был такое предложение, что работу профориентационную надо начинать не в 9 классе, не с выпускными группами, а намного раньше, чтобы у детей сначала сформировалось любопытство, интерес, а потом он уже трансформировался в устойчивое желание получить данную профессию. Да. В связи с этим воспитательной службой колледжа проводится большая работа по формированию данной мотивации. Однако не всегда получается достичь положительного результата, вследствие чего часть студентов, к сожалению, отсеивается. В этом году мы хотим запустить новый проект, это создать центр, студенческий центр профориентации, потому что наши студенты выходят на практику, выходят в детские сады, выходят в школы, выходит, у нас есть социальное отделение, коррекционное отделение. То есть вот здесь вот можно тоже наладить взаимодействие с домами-интернатами, чтобы туда наши выпускники, чтобы они туда приходили и тоже заинтересовали детей вот нашими специальностями. У нас 12 специальностей, одна профессия, которая, мне кажется, ну, при желании всегда можно найти для себя какие-то ориентиры. Следующее – это недостаточно выстроенная работа по взаимодействию с интернатами, которая выражается в неактивности обмена информацией со стороны последних. Бывают такие случаи, когда мы регулярно выходим на контакт, но не получаем ответа. Вот, к сожалению. Или бывают такие случаи, что нам детей привозят, оставляют и уезжают. Нам желательно бы узнать хотя бы какую-то характеристику этого студента, поговорить с социальным педагогом, какие особенности. Ну вот, в принципе, я об этом уже ранее говорила.
И далее, сложившаяся ситуация, связанная с пандемией вынужденного дистанционного обучения, ослабевает контроль за детьми-сиротами у нас. Вот данная ситуация, в данный момент, 7 октября, у нас колледж находится на дистанционном обучении. И до сих пор, и по сей день он находится на дистанционном обучении. Дети у нас разъехались по домам-интернатам, к опекунам уехали. Ну, кто из совершеннолетних снимает квартиры, живут у себя, поэтому вот здесь вот у нас, к сожалению, взаимодействие теряется. Над озвученными проблемами активно работает педагогический коллектив колледжа, и большинство студентов у нас благополучно заканчивают наш колледж. Таким образом, резюмируя, хочу сказать, что слаженная работа всех звеньев воспитательного процесса создает условия для успешного освоения образовательной программы и социализации в культурном и образовательном пространстве. Хочу сказать, что в ноябре наш колледж будет отмечать свой вековой юбилей. Мы ровесники Республики Коми. И в новый век наш колледж собирается войти с новыми идеями, с достойными результатами и продолжать выпускать квалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда. И в этом немаловажную роль играет сформированность мировоззренческих, нравственных, гражданских ценностей обучающихся, их личностные результаты и достижения. Спасибо. Людмила Борисовна, спасибо большое за выступление, такое яркое и глубокое. А вот по поводу межведомственного взаимодействия я хочу вот на что обратить внимание ваши уважаемые коллеги. Я посмотрела семинар на целевая аудитория руководителей государственного учреждения Республики Коми. Так вот, я вам хочу сказать, что Министерство внутренних дел Республики Коми в конце августа, в начале сентября всегда проводит такую профилактическую межведомственную акцию «Помоги пойти учиться». И сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних со своими списками приходят к социальным педагогам ваших образовательных учреждений и проводят сверку. Для чего? Вот правильно было сказано Людмилой Борисовной в ее выступлении, чтобы планомерно составить план работы с этим подростком, да, если он несовершеннолетний. Поэтому в любом случае ваше взаимодействие, ваших сотрудников, да, заместителя по воспитательной работе, да, социальный педагога должна быть вот как раз налажена в преддверии учебного года, для того, чтобы понимать, кто к вам пришел, откуда к вам пришел, кто этот подросток, может ли он вокруг себя организовать какую-то группировку, не дай бог, да, на что он способен. То есть вы должны знать от и до об этом несовершеннолетнем полностью. Ну и тема сегодняшнего семинара у нас была особенности реализации механизма соблюдения защиты прав и законных интересов. Я вам хочу сказать, что вы стоите также на страже детства, особенных детей, детей, которые обделены, к сожалению, вниманием со стороны родителей, да, и не каждый себе может найти замену в детском доме того человека, который смог бы заменить ему родного человека. Каждому ребеночку нужно найти ключик, и его очень тяжело найти на самом деле. Почему? Потому что они и так уже обижены, да, жизнью, обделены жизнью. В плане того, что именно общение, не бытового, не благополучия, а вот именно психологической точки зрения, немножко они в этом плане обделены. Поэтому ваша задача стоять на страже детства и соблюдать вот права и законы и интересы этих детей. Не только ежечасно, наверное, ежеминутно, ежесекунда. Научить ребенку надо абсолютно все. Правильно было сказано, от личной гигиены до финансовой грамотности, да, чтобы ребенок вступил на взрослую жизнь и был подготовлен, не давал свои карты. Ведь в отношении, между прочим, детей, которые сироты, больше всего совершается преступление именно мошенничества вот с этими банковскими картами. Потому что вот это доверие, неумение, незнание, скорее всего, и приводит к тому, что они становятся жертвой преступлений. Поэтому приглашайте к себе специалистов правоохранительных органов, Следственного комитета, прокуратуры, для того, чтобы в этом плане их нацеливать на правильную жизнь, да, в этом направлении. Ну и не забывайте, вы не одни в поле воины. У нас, согласно 120-го федерального закона 1999 года, 15 субъектов профилактики. А когда начинаем выяснять причину, почему ребенок совершил, причину-следственную связь,
Получается, как по русской пословице, у семьи нянек дитё без присмотра. Такого не должно быть. И на сегодняшний день изыскивать возможности привлечения партнеров, тех же некоммерческих организаций, которые готовы с вами работать, тех же духовенства, того же самого духовенства. Поэтому я думаю, что в наше время очень много людей со стороны, которые готовы оказывать помощь в воспитании будущего человека нашей малой Родины и Российской Федерации. Огромное спасибо за внимание, огромное спасибо всем за выступление. Благодарим за внимание и до встреч в следующих семинарах в данном направлении. Спасибо большое за наше сотрудничество.